Мумия не молчит. Она будет приходить по ночам. За это время можно было 10 раз выкопать эту мумию. Это министр ликвидации мумии. Значит, их просто продавали за границу за деньги. Здравствуйте. Продолжим наш разговор. После первой передачи ко мне обратились с вопросом и с просьбой, даже точнее сказать, чтобы разъяснил им относительно мумии. Многие просто не поняли, что за мумия это была. Там была реплика о том, что, значит, подставили президента, власть не президента, а прежнего государственную власть с мумией, закопанной мумией. Так вот, сегодняшняя наша тема – министры и мумия, потому что это имеет отношение прямо, непосредственно к Министерству культуры и мумии из музея. Начну с цитаты на кыргызском языке. Вот такая аргументация прозвучала, вот когда эту мумию, перед тем, как ее закапывали, нужно было закопать, когда начался это мумия-гейт, это был мумия-гейт, вот так назвать, правильно будет. Вот такая цитата, мына, кыргызча. Талтайып жаткан аялды жашырып койгула жерге. Эмне кереги бар? Болду да, изилдедиңер. Перевожу. Закопайте в землю эту растопыренную бабу. Зачем она? Хватит уже, изучили ее всю. Вот такая аргументация. Это очень солидные кыргызы говорили такое. Очень солидные кыргызы, которые имеют ордена и заслуги. И странно было слушать такую аргументацию в 21 веке у нас, вот в Кыргызстане. Я слушал ее. Я специально спрашивал этих аксакалов. И вот мне так объясняли, что правильно сделали, что ее закопали. Шок. Во-первых, возраст этой, как они говорят, бабы 1500 лет. 1500 лет возраст. Хранили у нас ее в музее 60 лет. В советский период ее нашли в 1952 году, в 1954 году. Ее нашел советский археолог Боруздин, фамилия его Боруздин. Так вот, в советский период об этом ни слова не говорилось, ее просто хранили тщательно, хорошо, заботливо хранили музеи. И тут вдруг при суверенитете начались такие разговоры. Потом начались разговоры, значит, с позиции шариата, с мусульманства, что это по мусульманским обычаям нельзя держать вот так в музее труп, не труп, а тело, дене, женщину, значит, они так. И что она в таком виде, что она в таком голом виде. По их логике, что надо было ей надо было одеть хиджаб, что ли, 1500 лет назад речь идет. Когда даже слова такого не было, когда даже понятия мусульман еще не было в мире, 1500 лет назад. И вот такой бред они несут, что нужно закопать ее по шариату. Ну, во-первых, шариата-то у нас нет, в нашей стране же мы живем же не по шариату, а по конституции. Откуда шариат? И почему шариат? Нет, вот ссылаются на это. Теперь смотрите, что произошло. Ну да, сначала я расскажу о том, что как в Европе. Во-первых, в Европе за такую инициативу, за такие слова просто направили бы на обследование. Если она нам мешала, можно было ее просто обратиться в Британский музей, это в Лондоне, предложить ее приобрести. Они бесплатно не будут приобретать, они заплатили бы деньги за эту реликвию и выставили бы в том музее у себя, в британском. Там, кстати, большинство мумий находится в Британском музее. Выставили бы ее там и надпись сделали, что она была найдена в середине 20 века в таком-то месте, в Кыргызстане, на территории Баткенской области. Даже село там известно, село Карабулак. Ну, наши полагают, эксперты полагают, наши деятели полагают, что, значит, это все мы сами сделали, закопали эту мумию. Да, значит, еще объясняю. Министр культуры в октябре 2017 года, министром культуры был Тугульбай Казаков, известный мелодист, автор вот этой песни «Джангур Тёктү», уникальный такой, легендарный человек. Он принимает решение, он созывает комиссию, создает комиссию при министерстве. Хотя такую комиссию министерство создавать не уполномочено, она не может создавать такого рода комиссию, это должно делать правительство. Нет, тем не менее, он создает там комиссию, приглашает МВД, СНБ и так далее, и так далее. И
одного археолога. Сначала было 3 археолога, потом одного не предупредили, второго заставили отказаться, и остался один археолог. Фамилию я называть не буду, но один археолог выступил против этой идеи. Но большинство было за то, чтобы похоронить эту мумию. Принимается такое решение, и все, и через 2 дня ее хоронят. Приняли решение, через 2 дня похоронили. А где правительственное постановление об этом? Нужно правительственное постановление, что это мумия. А потом обосновать, зачем ее хоронить, эту мумию. Мумии не хоронят, никто в мире мумии не хоронит. Это не предмет для ритуального процесса похорон. А Министерство культуры это не бюро, похоронное бюро, которое занимается похоронами. Нет, вот это сделали. А потом говорят, не надо об этом громко говорить, ссор из избы выносить не надо. Ну так получается, здесь не ссор, а здесь позор. Позор для государства получается. Позор государства, которое допустило это. И что, вот видите, вы начали, журналисты, там, некоторые деятели, вроде меня, начали об этом говорить громко, а теперь за рубежом это услышали, и вот так получилось, мы опозорились, и это не надо было делать, надо было все молчать. Как молчать? Молча похоронить мумию невозможно. Вот зарубежная пресса, на которую они ссылаются, на ссоры из избы, вот зарубежная. Ну, английские не буду там приводить, русские вот из России. Загадки истории. Есть такой еженедельник «Загадки истории», который занимается именно проблемами истории. Вот. 45-й номер, 2017 год. Вот это и вот заметка в этой истории, в этом масс-медиа. И здесь вот написано, вот археологи сообщают, похороненная мумия. И вот тут такой вывод делает. Умышленное уничтожение научного материала и удар в спину науки. В Европе не хоронят мумии, в России тоже. Там был случай, недавно был случай, это вот уже в суверенное время, в 93 году нашли мумию в Горно-Алтайске. И тоже местные шаманы, местные деятели начали, что ее надо похоронить, что она принесет несчастье. Но так у российского Министерства культуры, российского правительства хватает здравого смысла остановить этих шаманов. Их просто остановили, заставили замолчать, и мумию изучают. Она сейчас в музее у них, и ни в голову не придет Министерству культуры России принимать решение закопать эту мумию. Вот как у них. В Казахстане находят такие мумии, Золотой человек и другие. И что там? Нет, никто не закапывает этого. Не закапывает. Это же сенсация мирового уровня, такое открытие. Мумия. И вот мягко так они это называют. И вот смотрите, теперь что пишут наши газеты. Вот газета «Дело» номер. Как она откликнулась в ноябре 2017 года, сразу вот после этой истории. Вот газета «Дело». Смотрите заголовок. Музей расхищенной истории при Министерстве мракобесия. Министерство мракобесия – это наше Министерство культуры. Вот так они называют. Вот так они назвали это. Ну, если быть, давайте будем точнее, не будем говорить мракобесие. Это мы же договорились, что будем говорить на фактах. Вот давайте назовем так. Это Министерство ликвидации мумии. Получилось. По сути, вот это министерство, которое приняло решение, этот министр – это министр ликвидации мумии. Иначе мы назвать не можем. И ликвидации мумии. Закон запрещает это делать. Есть статьи закона о музейных экспонатах, о музейном наследии, где четко написано, что это все запрещается. Но там не сказано, что запрещается хоронить мумию, потому что такого прецедента вообще в мировой истории не было. Хоронить мумию. Вот так прямо не сказано. Но мумия – это же реликвия, это же музейный экспонат, это предмет музея, который нужно хранить, государство охраняет. И никто не имеет права это нарушать. Норму эту. Здесь ссылаясь на норму шариата. Сейчас шариат требует. К нему приходили, оказывается, министру культуры Тугульбай Казаков, приходили, значит, ясновидящие и говорили. Это накануне выборов происходит. Это происходит накануне, прямо перед выборами президента. Тогда был избран президентом Сооронбай Джеймбеков, но мы не знали, кто он будет, что он будет избран. Только они говорили, что нужно захоронить эту мумию, иначе у нас будут проблемы вот во время этих выборов, после этих выборов. Вот так пугали.
И министр вот пошел, так испугался и пошел на поводу у них, и потом объясняет, что значит. Хотите потом откопайте эту мумию, что такое в конце концов? Это что, он горшок закопал, потом хочешь откопай, хочешь закопал. Что это за министр? Так вот, что я хочу сказать. Мумия – это не тело, как они представили, это не тело женщины, бабы, как они называют, катын, вот так. Это и шариат у нас не норма. И получается, что министр культуры в тот момент исполнил волю духовенства. Мы же не Иран, который живет по законам шариата. Мы же не мусульманское государство. Он волю духовенства исполнил. Закон запрещал прямо министру превращать мумию в труп и закапывать. Здесь другая версия еще появилась. После этого появилась другая версия, что в 2016 году, то есть за год до этого, значит, до этой похоронной акции, в музее, в историческом музее был пожар, большой пожар. И во время этого пожара обгорели экспонаты музея. Но там, когда реставрацию начали, просто они их перенесли, значит, вот вниз, в подвальное помещение, там, где у них находится зал, конференц-зал. И в этом зале, значит, их расположили на вот эти сидячие места, кресла. И кто-то там окурок бросил, что, ну, пожар был, факт пожара был установлен, тушили, ездили там, все это МЧС и пожарная служба и все. Но итогов мы не знаем, что там сгорело. Проверку-то не провели, а директор музея, она, значит, заявила, что ничего не случилось. Ничего не сгорели там какие-то матрасы и что-то такое, мелочи такие, все, а экспонаты вообще не повредились. Ну так надо было показать. После этого мумию никто не видел, целая она или не целая. Вот такая версия, что значит во время пожара ее повредили, и потом решили спрятать следы ожога, поджога или что там это. Если это было так, если они прятали следы пожара, то это криминальное дело, потому что на это не имели права. Должно было это все актироваться, должно это все было, значит, изучаться и представляться, и потом, кто виновник этого, почему, халатность и так далее, неполное соответствие, все, что есть в нашем законодательстве. Этого ничего не было сделано, просто. И потом самое главное, что даже если бы эта мумия где-то там сгорела по какой-то части своей, да, то есть понятие реставрация таких реликвий, реставрации. Если у нас нет, то есть в мире, это есть и в Москве, это есть и в Ташкенте, это есть в Европе. Из того же Британского музея можно было пригласить, и они бы сами нашли деньги на такое святое дело. И даже нам не пришлось бы платить, они бы сами приехали и всю эту реставрацию провели бы. И может быть, восстановили бы, если не восстановили, то во всяком случае установили, что делать дальше с ней. В любом случае не было бы решения закапывать ее. Они просто могли бы сказать, давайте мы заберем мумию в Британский музей и там будем над ней изучать. Ну, значит, получается вот такой момент. Теперь смотрите. Есть еще одна версия, там еще есть третья версия, что таким путем они скрывали следы уже преступления в виде кражи музейных экспонатов. Почему? Потому что после вот этой случая с мумией, провели проверку в историческом музее и в музее имени Фрунзе и обнаружили, посмотрите, это факты. Это факты, даже газета об этом писала, вот она газета «Мегаполис», написала о том, что 500 экспонатов исторического музея пропали. Там есть список, реестр. Вот. Если бы это было 1, 2, 3, 4, 5, ладно, 500 пунктов, 500 экспонатов музея пропали. Их нет на месте. Где они, спрашивается? А в музее Фрунзе 100 экспонатов. Причем там уникальные вещи, дорогостоящие вещи, принадлежащие самому полководцу Михаилу Фрунзе. Их нет. В списке в реестре они есть. Что в свое время они поступили и хранились вот так. Весь советский период они даже не... Там в то время проверяли тщательно, периодически. А вот теперь вот проверили, пожалуйста, хорошо, проверили, установили 500. Так где они? Надо же проводить дальше следствие. Почему закрыли на этой стадии? Почему не устанавливают, куда они делись? Что за пропажа? В то же время появились в тот момент, значит, интервью наших
представители нашей археологии, которые занимаются археологией, что они в других городах, в частности в Алмате, видели представителей нашего музея, который предлагал на продажу экспонат. Исторический экспонат государственный, из Государственного музея экспонат предлагал. Так вот, эта версия тоже имеет основание, что, возможно, это все для того, чтобы скрыть вот эту пропажу, списать на пожар. Списать на пожар вот эту пропажу этих. Ну, не получается списать. Значит, их просто продавали за границу за деньги, за большие деньги. Вот такая вот ситуация с этим музеем у нас, с этой мумией, вот эту мумию сколыхнула это все. Дальше. Дальше что происходит? Очень бдительный министр-мелодист, наш министр-мелодист, замечательный музыкант Тугельбай Азаков ушел с должности. Ушел с должности, ну, написал заявление, ушел. Через 2 недели после похорон мумии он уходит с должности. Интересная ситуация складывается. Новые министры пришли, все вслед за ним, 1, 2, 3, и все они молчат. 17-й год, уже 19-й год, 2 года прошло. За это время можно было 10 раз выкопать эту мумию. Нет, никто из них этого не хочет делать. Все уходят в сторону. Новому, молодому, вот назначенному министру, который пришел из Джагур Ганеша, я лично спросил его, когда вы откопаете мумию? Он на это мне не ответил, он просто посмотрел на свои ботинки и молча промямлил что-то такое, что он не виноват, что это не его вина. Ну так он сидит же в том же кресле, он же ведает той же печатью, которая ставилась это. Министерство же не исчезло, оно же на месте же, Министерство культуры, так оно называется. Он ответственен за все, что делалось до него. Нет, он оказывается, нет, он не может этого делать, он не может этого делать. Обращался я к сотрудникам этого министерства, напрямую обращался на конференции, одной обратился, вот к тому, который руководит наследием Мурас, ну, в ранге там заместителя у него, так, или начальника управления, спросил у него, вы что будете делать? Тот просто молчал, смотрел в землю, опять ботинки, опять страусиная политика, голову в песок, задница наружу. Публично через газету спрашивал у заместителя министра, тоже все, никто из них это не может ничего сделать. Так вот, в связи с этим я предлагаю сейчас тогда премьер-министру, вот обращаясь к нему, премьер-министру, это вашей воле сейчас. Снимите этого министра, снимите этого заместителя, назначьте туда министром опять Султан Раев, он сейчас работает советником у президента, он 2 раза был уже министром культуры, он такие вещи не допускал. Это человек, который был на приеме у королевы Елизаветы II. Это человек, которого знает Европа. Он не мракобес и не идиот. Назначьте его временно хотя бы, на тот период, пока мумию не раскопает. Он это сделает, раскопает и вернет эту мумию. Если уж совершенно невозможно ничего предпринимать. Премьер-министр отмалчивается, как будто это не касается его. Как это не касается государственной реликвии, а он отмалчивается. А кто будет тогда решать этот вопрос? Если министры не могут, министры, которые под руководством этого премьер-министра, они не могут это делать, а кто будет решать тогда? Вот вопрос. Правительство. Вот я говорю им открыто, нашим министрам, примите решение, чтобы выкопать мумию обратно. В Министерстве культуры принималось это решение, теперь примите обратное решение, выкопать и вернуть назад мумию. Сообщите мировой общественности, что вы исправили ошибку предшественников. Но если так стыдно вам сказать, то скажите иначе. Иначе скажите, что вы совершили мировое открытие в археологии, мол, на кыргызской земле, в Баткенской области обнаружили очень древнюю мумию, которую в 21 веке некие сволочи закопали. Случайно закопали. Вот так сообщите. Ну, сволочи по-другому скажите, но тут я другого слова не подбираю, потому что вот закапывать это сволочизм. Закапывать музей это есть натуральный, абсолютный сволочизм. Вот так сообщите. Будет открытие с вашей стороны. Если не можете так сделать, то сдайте полномочия. Сдайте полномочия, чтобы вернуть в кресло министра другого человека, который ее вернет, мумию в музей. Ну вот я предлагаю Султана Раева. Ну, поскольку я знаю, он работал хотя бы человек испробованный. Я ему тоже говорил, он говорит, я спросил, ты можешь это сделать? Да, говорит, могу. Поэтому я и говорю. Он сказал, да, я могу это сделать.
Если меня вернут министром этого, он может это сделать. Ну, верните и сделайте. Может случиться такая ситуация сейчас. Зарубежные ученые, эксперты могут обратиться к нашему президенту с такой просьбой. Разрешите нам раскопать в Баткенской области мумию. Мы знаем, где копать. Мы знаем адрес ее расположения под землей. Это в селе, в кыргызском селе Карабулак. Карабулак. Ну, президент на это что ответит? Ну, президент же не может ответить на то, им так, что они ошиблись адресом, что у кыргызов никогда и никто не делал мумии из трупов, и никто никогда не закапывал эти мумии из музея. Что это мумии надо им искать не в Кыргызстане, не в Баткенской области, а надо искать в Египте. Он же не может так ответить, президент. Нет, не может. Значит, конфуз выйдет же. Конфуз для государства. Он гарант Конституции. Есть такое понятие совесть. В данном случае, это не частная совесть, а совесть историческая. Вот газета «Мегаполис», есть такая у нас газета «Мегаполис», поставила вопрос, заголовок прям поставила вопрос, о чем молчит мумия? Вот смотрите, о чем молчит мумия? Вот такой вопрос, риторический вопрос, интересный вопрос. Так вот, отвечаем на это. Она не молчит. Мумия не молчит. Она будет приходить по ночам к инициаторам и тихо, очень тихо спрашивать, за что вы так со мной поступили, мои подлые потомки? Вот так она будет спрашивать. За что вы так со мной, подлые потомки, поступили? А другого что она еще скажет? Спасибо, что ли, она скажет? Спасибо, что меня закопали, что ли, она скажет? Нет. Здесь моральная ноша. И эта моральная ноша не просто тяжелая, это моральная ноша, тысячелетняя моральная ноша. Вот об этом надо думать же. Надо же думать вашими головами, когда вы делали это же. Ну хорошо, сделали, ну так найдите в себе силы, признайтесь в ошибке и верните ее. Директор музея, где она хранилась, ее зовут Анаркуль Исиралиева. Анаркуль Исиралиева ушла с должности. Вот такие случаи она просто уходит. У нас в таких случаях просто уходит. Но остаются вопросы. Вот я вопросы эти зачитаю. Остались вопросы, на которые нужно ответить нашему государству, нашим чиновникам, тем, кто имеет власть. Вот вопросы. Где государство, обязанное охранять достояние государства? Первый вопрос. Где государство, обязанное охранять достояние государства? Простой вопрос. Где это государство? Второе. Где премьер-министр, обязанный заслонить страну от шаманов? Где премьер-министр, обязанный заслонить страну от шаманов? Тоже простой вопрос. Где гарант Конституции, обязанный не допускать нормы шариата на уровень работы? Я не говорю о том, что нормы шариата не допускать вообще, не допускается. У нас есть духовное управление мусульман. Все, у нас никто не притесняет мусульман. Шариат действует вот в рамках духовного управления мусульман. Но гарант Конституции обязан не допускать нормы шариата на уровень работы государственных министерств. Вот о чем речь. На уровень работы государственного министерства допускать нормы шариата нельзя. Закон у нас это запрещает, Конституция. Так где гарант Конституции? Он должен это сделать. Только гарант Конституции в данном случае может поставить чиновников на места и заставить их исправлять свою ошибку. И самый главный вопрос к нашей власти. Когда наша государственная власть вернет в государственный музей, принадлежащему нашему государству, мумию? Еще раз повторю этот вопрос. Когда наша государственная власть вернет в государственный музей, принадлежащему нашему государству, мумию? Очень простой тоже вопрос, ничего сложного здесь нет. Это не высшая математика. Простой вопрос, на который есть простой ответ. Когда вернет? Ответ может быть таким: вернем. В очень скорое время, в ближайшее время вернем. Да, это ошибка, мы ее исправим, мы государство, мы честно будем исполнять свои обязанности перед своим народом. Вот и все. Больше вопросов нет. Больше вопросов у меня нет. Больше некуда с вопросами. Кыргызы говорят, аман болушсун. Это я говорю исполнителям.
исполнителем этой похоронной процессии по ликвидации мумии «Аман болушсун», так говорят кыргызы. В переводе значит «пусть они здравствуют», здравствует пусть. Вот на такой ноте и закончим. Верим, что все станет на свои места. Такова история, в том числе и наша кыргызская история. До встречи.